В последние 170 лет существования аварского каганата общество и жизненный уклад аваров подверглись глубокой трансформации. После завоевания Паннонии во второй половине VI века авары на своей новой родине создали военизированное общество, жившее преимущественно за счет эксплуатации оседлых народов и военной добычи. Война являлась главным занятием аварской знати и дружин профессиональных воинов. Основная масса рядовых кочевников совмещала разведение скота с участием в походах. Ядро вооруженных сил аваров составляла тяжелая кавалерия, атаковавшая противника с копьями и мечами и использовавшая железные доспехи. Рядовые воины являлись конными лучниками, которые обрушивали на противника тучи стрел и легко уходили от ответных ударов. Для защиты авары возводили в покоренной стране военные лагеря, хринги. Это были огромные сооружения концентрической формы, защищенные несколькими поясами рвов, земляных валов и изгородей. Лагеря располагались недалеко друг от друга, чтобы в случае нападения врага весть об этом можно было быстро передать соседям при помощи дыма. В хрингах авары хранили запасы продовольствия и награбленные сокровища. Судя по имеющимся описаниям, главный из хрингов, служивший резиденцией Кагана, его семьи и придворной знати, защищали 9 следовавших друг за другом валов. В этом огромном сооружении, расположенном где-то между Дунаем и Тисой, возможно, вблизи современного румынского города Тимишоара, хранилась главная казна, включавшая большое количество золота и серебра.